Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему, что резко и неожиданно случится со дня на день. Какие такие события просто ворвутся в вашу жизнь в ближайшие несколько дней. Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Клевер. Ой, как чудесно. Клевер. Прям в самом основании, в корне рисунка у вас клевер. Клевер растет, какие-то вот страшные тучи и облака разгоняет, разделяет, разгоняет. Слушайте, это удача, это везение, тьфу-тьфу-тьфу. Это, знаете, как будто бы судьба по голове погладит и в лоб поцелует. Что-то очень хорошее. Повезет так повезет. Это и радость, и счастье, и все в одном флаконе. Кто зашел на эту отсыпочку? Мои хорошие, вам действительно повезет. Судьба, Вселенная, высшие силы будут к вам невероятно добры и благосклонны. Те тучи, которые сейчас сомкнулись над вашей головой, такой вот чернотой лежат эти тучи, и кажется, что вот-вот будет там гром и молния, град, проливной дождь. Судьба разгонит, высшие силы разгонят, вырастет клевер. Вырастет клевер, тучи отступят, что-то очень-очень хорошее. То ли проблемы ваши решатся, то ли вам действительно очень круто повезет, крупно повезет. И вот эти проблемы уже не будут на вас давить. Да? Либо та плохая ситуация, которая сложилась в вашей жизни, она просто вот отступит, уйдет, отступит. Что-то очень-очень доброе и хорошее случится. Дальше. Здесь показано, что какие-то люди уже в лодке плывут к вам. Гости на пороге, так можно сказать. Гости на пороге. Кто-то к вам идет, едет, плывет, скачет, летит даже, может быть. Здесь не один человек, здесь разные люди. Люди, которых вы, например, давно не видели, либо не рассчитывали увидеть в ближайшее время. Вот они уже к вам спешат с правой стороны. Смотрите, с правой стороны несколько людей едет к вам, а с левой стороны один уплывает. Видите, корма лодки, она направлена влево. То есть эти подплывают, приплывают, а этот уплывает. Кто-то очень плохой, лихой, лукавый уплывает. Возможно, этот человек что-то плохое для вас готовил, но планы этого человека рухнули. И человек пытается ретироваться, бежать. Бежать, куда глаза глядят, пока не раскусили, пока не раскрыли, пока строго не спросили. Кто-то убегает. Кого-то хватитесь буквально вот завтра и не найдете, потому что человек как сквозь землю провалился, просто исчез, ушел, ни с кем не попрощался, никто не знает, где он, что он. Вот это плохой человек, бежит, боится, что вы все раскроете, обо всем узнаете. Дальше, видите, у нас тут полсердца. Вы кого-то очень сильно недавно в себя влюбили. Причем влюбили неосознанно. То есть вы не ставили себе целью кого-то в себя влюбить. Это как-то самопроизвольно произошло. Но вы как-то с этим человеком коммуницировали. То есть вы были сами собой, вы не ставили себе мыслью понравиться этому человеку, но вы настолько были естественны, настолько вы были милы, настолько вы были открыты, я не знаю, беззащитны. У человека дрогнуло сердце, человек открыл дверку в свое сердце.
этот человек в вас влюбился. И дальше будет больше. Я вам говорю, помяните мое слово. Уже этот человек на вас смотрит таким загадочным, мечтательным взглядом. А дальше он будет делать шаги на то, чтобы с вами, допустим, провести время, друг друга узнать получше, побольше. Понимаете, да, там на свидание сходить, сблизиться в таком ключе. Кстати, мужчина очень неплохой здесь показан, либо очень неплохая женщина, да, потому что для мужчин и для женщин предсказание идет одинаково. Просто мужчины должны переворачивать на себя. Прям половинку сердца показали. Случайно, непроизвольно, но вы в себя этого человека влюбили. Да. Знаете, вам от этой влюбленности много добра перепадет. Даже если вы не ответите взаимностью, то человек очень много добра для вас будет делать. Да, представляете, вот так неосознанно, несознательно вы в себя влюбили человека. И еще об этом не знаете, либо даже и не догадывались, пока эту отсыпочку не стали смотреть. Так, с правой стороны. Справа вас показывают в делах. В делах, в заботах пытаетесь какой-то пропеллер раскрутить. Может быть, что-то пытаетесь настроить. Может быть, пытаетесь сделать все, там, я не знаю, в один заход, одним подходом. А это очень тяжело. То ли на вас всего очень много навалилось, то ли вы планируете наперед, и вам хочется вот все доделать, все переделать, скорее всего, в преддверии Нового года хотите навести порядок в своих делах, да, либо хотя бы там хвосты подтянуть. Слушайте, мои хорошие, все будет как должно быть. Не нервничайте, если что-то не выходит так, как вы задумали. Не переживайте, если какие-то дела вам придется отставить, да, либо какие-то вопросы там перенести на следующий год. И также не переживайте, если вам кто-то не будет помогать, либо кто-то будет недоступен. Вот. Пропеллер ваш будет крутиться, все будет хорошо. То поймите одну вещь. Не все решаемо здесь и сейчас. Иногда, да, бывают такие ситуации форс-мажорные, да, когда просто приходится подождать, да, либо там махнуть рукой на какое-то время. Вот. Сильно там не убивайтесь в делах, в работе. Вы должны быть счастливая, здоровенькая и полная сил. Да, потому что вас ждут какие-то застолья, вас ждут какие-то приглашения, много разговоров вас ждет. Здесь с огромным количеством людей вы будете общаться. У кого-то и лично отыграется, да, увидеть за короткий срок огромное количество людей. Со всеми, значит, пообщаться, там, поздороваться, парой слов перекинуться. Ну и также какие-то вот прям столы, куда вас зовут, приглашают. То есть много приглашений, например, получите по поводу, допустим, новогодних праздников. Да? Ведь неделя у нас предновогодняя. Много родственников там пытаются с вами связаться. Может быть, боятся, что именно в новогоднюю ночь там не получится созвониться, поговорить. Да? Потому что интернет будет перегружен, там телефонное соединение будет перегружено. То есть, может быть, кто-то будет с вами созваниваться, прося у вас какие-то рецепты ваши уникальные, авторские. Может быть, вас будут спрашивать, какие у вас планы. То есть с огромным количеством людей вам придется общаться, коммуницировать. И это будет настолько неожиданно, что вы под конец дня уже будете ощущать, что у вас челюсть болит и язык припух, да, потому что много говорите. Да, это хороший знак. Немножечко растормошится ваша энергетика. И очень много вливаний придет в вашу энергетику, да, потому что когда мы общаемся с другими людьми, мы ведь от них тоже берем, обмениваемся энергетикой. Дальше показан какой-то человек, который отдыхает. Пока вы не видите, этот человек отдыхает. Когда вы появляетесь, человек начинает имитировать бурную деятельность, либо вам начинает говорить, что «Ой, мне так было тяжело, я так много дел переделал». Вот. И все это будет продолжаться ровно до того момента, пока вы этого человека на горячем не застанете. То есть застанете, что человек просто вот, не знаю, валяется на диване с телефоном. Либо человек там где-то развлекается, при этом 2 минуты назад он вам сказал, что он там тяжело заболел и находится в поликлинике. Вот. Вижу, что с этим человеком вы как-то жестко разберетесь, жестче, чем обычно, жестче, чем сами от себя ожидаете. Но здесь положительный идет эффект. Да? Человек настолько устыдится, либо испугается вас, вашей реакции, что у него как этот роботунчик включится, прям все сделает, все переделает и будет стараться вам во всем услужить. Ну да, потому что на горячем поймали.
Дальше, здесь у вас уточка, видите, такая вот прям уточка. Пытается съесть огромную рыбу. Ну, рыба, походу, гораздо больше, чем эта уточка. Если эта уточка будет и дальше пытаться, ее просто разорвет, да, на 1000 маленьких утят. Вот. Не берите какие-то большие сложные заказы, да, допустим, если вы работаете сами на себя. И если вам, допустим, на работе дают какие-то глобальные поручения, тоже не берите, лучше откажитесь. Потому что здесь желание заработать может вас действительно надорвать. Либо окажется, что это невозможно. Да? Невозможно там в столь короткий срок что-то сделать. Здесь лучше отказаться. Отказаться и не жалеть. Не жалеть. Ну, потому что действительно рыба больше, чем утка. Ну, как-то, знаете, прям совсем не соотносится. Вот. И также, мои хорошие, здесь верный знак для кого-то, что вам удастся получить 2 очень выгодных предложения. Одно предложение горячее, что вот вы сейчас что-то делаете и прям деньги получаете, а второе предложение, оно с дальнейшей перспективой. Да, утка, она перспективная, она будет нести яйца. Вот, она также может высиживать утят. Это прям очень перспективное предложение. И выбирайте, пожалуйста, вдумчиво. Не надо там гнаться за деньгами и говорить, что нет, мне сейчас деньги нужны, вот сейчас я заработаю, а утку я упущу. Лучше все-таки вдумчиво выбирайте. Взвешивайте все плюсы и минусы и, конечно же, смотрите именно в будущую перспективу. Это очень важно. Дальше, мои хорошие, здесь с левой стороны у вас грифон. Видите, вот он его клюв, вот его крыло, вот его тело, а вот его шикарный длинный хвост. Грифон – это чудо. Это чудесное событие в вашей жизни. Это то, что и пугает, и завораживает, и восхищает, и восторгает. Что-то вот в таком ключе вас ждет. Вы все разные, не могу сказать, что конкретно, но вижу, что вы явно и порадуетесь, и удивитесь, и кто-то шокирован будет, а кто-то даже расплачется от радости. Очень неожиданное событие, оно еще и слева у вас выходит. То есть, как говорят, ничего не предвещало, и вот, пожалуйста, примите, распишитесь. Но здесь вас небеса балуют, здесь небеса вас радуют. Радуют вот именно таким вот событием, связанным с грифоном. Большая конфета с левой стороны в некрасивой обертке. В некрасивой, неаппетитная обертка, но сама по себе конфета очень-очень вкусная. Я так понимаю, что вас кто-то от чего-то хорошего станет отговаривать. Человек там придумает 1000 причин, почему вам не стоит этим заниматься, либо за это браться, либо с этим соглашаться. Но на самом деле вам предлагается конфета. Человек эту конфету хочет себе. У кого-то даже отыграется, что это человек у вас на хорошем счету. Ну, допустим, это человек ваша близкая коллега, либо даже кто-то из родственников. Вам будут говорить, что эта конфета невкусная, что она просроченная, что от нее диарея там нападет, да? Что вот скушаешь и отравишься. И вы так в голове понимаете, стоп, а что ж ты тогда так сильно хочешь эту конфету у меня забрать, если она прям плохая и диарея нападет? Да, вот такие мысли. Знаете, у кого-то так отыграется, что вы человека прям сможете до косточек рассмотреть, вот все, чем дышит, чем живет и на что способен. Вы прям ужаснете и скажете, фу, какая мерзость, да, а мы ведь дружили, а я ведь тебе всегда помогала, а тебе ведь от меня никогда отказу не было, вот все свое бросала, шла для тебя делала, а ты, значит, у меня пытаешься эту несчастную конфету забрать. Да, вот такое прям разочарование ждет. Вы сильно не переживайте. Здесь именно тот случай, когда лучше раньше, чем позже. Да, разочароваться в человеке и прекратить общение. А конфету эту никому не давайте. Эта конфета тоже вам предназначена. Вот, она на самом деле очень вкусная. И неважно, какая у нее этикетка, обертка. Это прям вообще не важно. Конфета классная. Конфета это как награда, как удовольствие, как радость. И вы ее больше, чем заслужили. Понимаете, это ваше. Так, месяц светит на мужчину. Ну, здесь мужчина вам признаваться в чем-то будет. Причем в том, что долго от вас прятал, скрывал. Он вам признается, вот как на духу все расскажет. Чего-то от его признания у вас закружится голова, и вы прям в таком полуобморочном состоянии, такая, боже. Да, вот этого я точно не ожидала. Девушки, женщины,
Да и мужчины, вы все у меня разные. В чем вам признает этот мужчина, я не могу сказать. Но по месяцу он скажет правду. Всю правду, как оно есть. Как оно есть. Вот. Голова будет кружиться. У кого-то, потому что очень хорошее вам говорят, в хорошем признаются, а у кого-то наоборот, кружится голова, потому что в чем-то скандальном признаются, либо в своих ошибках человек признается, да? Но голова точно будет кружиться. Ну, все-таки лучше правда, да, чем сладкая ложь. Тем не менее, такое неожиданное тоже событие. Дальше. Ну, про птиц я вам сказала, да, много разговоров, много контактов, много общения, встреч. Званиваться можете, да, либо, может быть, в мессенджерах общаться. Это будет. Выше показано, что вы с каким-то человеком в интересах сойдетесь. В интересах. Это может быть совершенно новый человек, на сегодняшний день вам незнакомый. И также это может быть знакомый человек, но с кем вы особо не контактируете. Вижу, что вы прям сойдетесь в интересе и очень классно и продуктивно будете проводить время. Вот идет момент, когда вы с этим человеком прям сдружитесь. Вам с этим человеком будет очень легко и приятно. И опять же, человек вам полезный окажется, а вы полезная ему, например, окажетесь, либо ей. В общем, классное событие. Вас это и удивит, и порадует, и как новый друг, новая подруга у вас появляется. Причем хороший человек, достойный человек, спокойный, уравновешенный, мудрый. Человек, который не просто говорит, но и делает. Так, а здесь кто-то бывший, либо бывшая вас очень удивит, потому что этот человек ищет с вами встречи для того, чтобы вам что-то вручить. Что-то похожее на подарок. Подарок у кого-то отыграется, ну, в чистом виде, да, человек вам сделает подарок. У других отыграется, может быть, человек вам что-то должен, да, что-то ваше у себя оставил, либо, может, деньги у вас в долг брала. И вижу, что человек вас сам находит и неожиданно вам это отдает, передает. Вот. Вы даже как-то смягчитесь к этому человеку, скажете: ладно, молодец, я уже не ждала, попрощалась, ну, либо я не ждала от тебя подарков, но ты их делаешь, хорошо, окей, я принимаю. Прям бывший либо бывшая сделает вам приятно. И это как жест доброй воли, назовем его так. И вы этот жест принимаете с улыбкой, это самое главное. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.